Здравствуйте! Ишимбайское телевидение представляет информационную программу. В студии Дина Мурзина. Смотрите в нашем выпуске. Первый в республике экотехнопарк, созданный на базе самого мощного в Башкортостане мусоросортировочного комплекса, посетили гости межрегионального съезда рекооператоров. Во время очередного инвестчаса в администрации района обсудили 4 бизнес-проекта. Международный диктант по башкирскому языку собрал в Ишимбае более 850 участников. В Ишимбае завершился проект движения долголетия, реализованный Центром социального обслуживания «Ансар». Участниками спортивной субботы стали ребята младших классов города. Субботний день все школы они посетили с родителями. В Ишимбайском районе функционирует первый в республике экотехнопарк. Он создан на базе самого мощного в Башкортостане мусоросортировочного комплекса. На днях его посетили гости межрегионального съезда рекооператоров. Сортировочный комплекс «Экосити» состоит из 2 линий. Здесь из ТКО выбирают 32 фракции. Это пластик, стекло, металлы, бумага и тетрапаки. Далее полученная фракция спрессовывается в брикеты. Совсем скоро предприятие сможет самостоятельно перерабатывать ПЭТ и органические отходы. Для этого региональный оператор совместно с филиалом нефтяного университета открыл экотехнопарк. В перспективе здесь появится и участок для создания компоста, РДФ-топлива, способного заменить газ, и завод по переработке вторсырья. Инвестиции составят около 800 миллионов рублей. Гости международного съезда рекооператоров ознакомились с работой комплекса и отметили, что сегодня республика в числе лидеров по реализации мусорной реформы. В Ишимбае во время очередного инвестчаса обсудили 4 бизнес-проекта, представленных местными предпринимателями, 3 проекта в сфере сельского хозяйства и 1 – изготовления мясных полуфабрикатов. Первый представленный проект предполагает строительство и капитальный ремонт молочно-товарных ферм. Суммарный объем инвестиций более 47 миллионов рублей. Еще один проект – строительство откормочной площадки на 750 голов крупного рогатого скота. Инвестор планирует реализовать этот проект в деревне Салихово. Суммарный объем инвестиций более 30 миллионов рублей. Оба инвестора обратились за содействием с целью подготовки и участия в программе «Поддержка семейно-животноводческих ферм». Также на собрании представили проекты выращивания грибов на селе и строительства цеха по переработке мяса на территории Урман-Бишкадакского сельсовета. Обсудив все проекты, участники инвестчаса вынесли решение их поддержать при условии дальнейшей разработки предпринимателями соответствующих бизнес-планов. «Трудно, позвони». С начала мая в образовательных учреждениях Ишимбая под таким девизом проходят мероприятия, направленные на популяризацию детского телефона доверия. Встречи с ребятами приурочены к Международному дню детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. В центре «Инсайт» для школьников города провели увлекательную тематическую викторину. Мероприятие, посвященное Международному дню телефона доверия, прошло в игровой форме. Юные ишимбайцы поделились на 5 команд и прошли по интерактивным площадкам. На каждой новые знания и навыки о детском телефоне доверия. Я считаю, что такие мероприятия должны существовать и вообще должны продвигаться в обществе, потому что тема телефона доверия очень важна. Вообще в подростковом возрасте, потому что многим подросткам некуда обратиться, некуда пойти. Как раз таки телефон доверия выполняет эту важную роль. В ходе игры ребятам рассказали историю возникновения одного из видов социально значимых услуг. Сегодня в службу может обратиться любой человек, где специалисты окажут психологическую помощь. Также участникам игры напомнили, что на базе центра «Инсайт» действует свой телефон доверия. К нам обращаются, да, не ежедневно, конечно, но бывают обращения. В основном, конечно же, подростки обращаются, потому что в их возрасте самым главным вопросом является неразделенная любовь или непонимание взрослых, со стороны взрослых, потому что либо они не могут полностью объяснить свои переживания какие-то, они могут получить ответы на какие-то свои вопросы. И именно с этим они хотят обратиться к нам и спросить у нас помощи, попросить, чтобы мы посоветовали как специалист. Обратиться за помощью можно по номеру 8 917 760 76 14. Есть и российский номер 8 800 2122. Телефон доверия работает круглосуточно, звонки анонимные и бесплатные. Дина Мурзина, Разиль Юлдашбаев, Артем Наговицын для информационной программы.
18 мая в Ишимбае, как и по всей республике, прошел международный диктант по башкирскому языку. В этом году диктант, который проходит в 5-й раз, впервые получил международный статус. Девиз нынешнего года «Говорю по-башкирски, пишу на башкирском». Для проведения диктанта в Ишимбайском районе было организовано 20 площадок. В написании текста приняли участие более 850 человек. Самому старшему участнику акцию 70, младшему 12 лет. Хотя я всю жизнь работала учителем русского языка и литературы, я всегда с уважением относилась к своему родному языку. И дома мы разговариваем только на башкирском языке. И очень хочу, чтобы башкирский язык развивался, расцветал, и чтобы наш язык уважали все народы, которые живут в нашей стране. Поэтому я пришла писать диктант, как на праздник. Хочу, чтобы статус башкирского языка поднялся, не пропадал. Позапрошлом году писала первый раз, написала на 5. И в школе также сочинения, диктанты писала всегда на 5. И по башкирскому, и по русскому языкам. Международный диктант по башкирскому языку проводится в целях сохранения и развития языков народов Республики Башкортостан, пропаганды духовной культуры башкирского народа, содействия повышению уровня языковой культуры населения. В этом году в нем приняли участие около 60 тысяч человек. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. К диктанту присоединились США, Канада, Турция, Германия, Великобритания, Швейцария, Китай, страны СНГ, регионы России, где проживают представители башкирского народа. В Ишимбае завершился проект движения долголетия, реализованный Центром социального обслуживания «Ансар» на средства фонда президентских грантов. За 6 месяцев ишимбайцы в возрасте от 55 до 80 лет успешно освоили технологии активного долголетия, обучились скандинавской ходьбе, занимались йогой, оздоровительным плаванием. По словам автора проекта Людмилы Титовой, к нему подключились более 100 человек, хотя изначально планировалось всего 45. На базе Дворца детского и юношеского творчества состоялся итоговый фестиваль «Лет до 100 расти нам без старости». Продолжение темы далее. Заключительный фестиваль закрытия гранта движения долголетия собрал более 60 человек. Это самые активные участники проекта. 6 месяцев более 100 участников социального мероприятия, разделившись на группы, осваивали технологию активного долголетия. За этот период прошло 144 физкультурно-оздоровительных занятия, 3 лекционно-практических занятия, спортивные состязания. И сегодня мы провели итоговый фестиваль «Лет до 100 расти нам без старости». В рамках проекта участники проекта успешно освоили технологии активного долголетия. Это йога, скандинавская ходьба, оздоровительное плавание с элементами акваэробики. На реализацию проекта фонд выделил свыше 300 тысяч рублей. На средства приобрели спортивный инвентарь, организовали посещение бассейна, занятия с тренерами и многое другое. По словам участников, абсолютно все укрепили здоровье, улучшили самочувствие и, что немаловажно, обрели новых друзей. За время прохождения у нас многие девочки, я так как называю, почувствовали себя намного лучше, особенно вот после йоги, особенно после плавания, у кого болели суставы. На йоге нам давали не только йога-упражнения, но и силовые упражнения, потому что, как нам объяснила тренер, что сама йога, она дает растяжение, укрепление суставов. Естественно, что нам это дало тонус. И общение, мы подружились, стали сейчас общаться между собой. Закрыли проект танцевальным флешмобом, командными спортивными состязаниями, конкурсами и викторинами. Участники проекта показали навыки и умения, полученные в ходе реализации проекта. Проект завершен, однако работа продолжается. Все участники сплотились в единый коллектив – клуб спортивной направленности «Тонус Актив 60+», в котором будут дальше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Дина Мурзина, Миля Мазитова, Ильназ Бекузин для программы «Новости».
Жители Ишимбайского района смогут пройти диспансеризацию, получить консультации узких специалистов и получить первичную медицинскую помощь, не выезжая в город. По инициативе руководителя республики Радия Хабирова в Башкортостане в рамках национального проекта здоровья стартовала акция «Здоровый регион. Здоровая республика», цель которой – повысить доступность медицинской помощи сельским жителям. В сельские населенные пункты прибудут передвижные ФАПы и флюорографы, 3 машины Центра здоровья, а обследование проведут узкие специалисты из Ишимбая: хирург, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог и стоматолог. Для получения консультации необходимо уже сейчас обратиться к своему фельдшеру с просьбой включить в список участников акции. Специалисты передвижного диагностического оборудования в Ишимбайском районе будут принимать по следующему графику. 5-6 июня в деревне Макарова, 7-9 июня в селе Петровское, 12 и 13 июня в селе Новооптиково и 14 и 15 июня в селе Верхнее Ткулово. Послесловие к празднику День Победы. Накануне 9 мая в Ишимбайском районе торжественно открыли памятники и мемориальные комплексы. К примеру, в селе Янурусово на памятные плиты нанесены имена всех призванных на фронт жителей населенных пунктов, ныне входящих в состав Янурусовского сельсовета. Здесь же установлен макет легендарной пушки «Сорокопятки». Территория вокруг памятника огорожена металлической оградой с орнаментом цветка курая и герба муниципального района. Всего во время военных лет у нас были призваны 821 человек на территории Янурусовского сельсовета. Это деревни Михайловка, Екатериновка, Никольская, Венеровка, Ульяновка, Янурусово, Янги-Юртово, Кияуково. Возведение мемориального комплекса началось в прошлом году благодаря спонсорам-предпринимателям, братьям Нигматуллиным, уроженцам Янурусова. А в селе Макарова открыли памятник уроженцу этого села, одному из самых метких снайперов в истории Великой Отечественной войны Ахату Ахмедьянову. Ахат Абухакович Ахмедьянов. Его жизнь, его борьба сначала с белофинами, потом на полях Великой Отечественной войны является для нас, для подрастающего поколения, именно тем примером, когда можно воспитывать на примере настоящей легенды. Поэтому мы ему, как и любым остальным ветеранам, безмерно благодарны за его подвиг, за его храбрость. Наш земляк достойно защищал родную землю. На его счету более 500 уничтоженных гитлеровцев. Образ легендарного уроженца Макарова воплотил скульптор-художник Ильнур Ильясов, который взялся за эту работу по зову души. И теперь фигура верного сына своей отчизны Ахата Ахмедьянова возвышается в центре села у здания Дома культуры. Я преподавал в Институте искусств в 2013 году на факультете изобразительных искусств, кафедры дизайна. Пришел совершенно незнакомый человек и таким эмоциональным порывом высказался, почему вы такому человеку, вот у нас же есть в Башкирии вот такой человек, вот ему не поставите памятник. Но он не знал, кто я такой, просто он, видимо, надеялся встретиться со скульпторами Института искусств, видимо, надеялся на это. Но с тех пор я запомнил, что действительно вот в Ишимбайском районе, а я сам родом из Ишимбайского района, и для меня это особо запомнилось, что из моего района есть такая личность. Фактически герой из героев. А на территории Урман-Бишкадакского сельского дома культуры открыли обновленный мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Рядом с сооруженным здесь много лет назад обелиском установили памятные плиты, на которых увековечены имена призванных на фронт жителей населенных пунктов, входящих в состав поселения. В минувшую пятницу во Дворце молодежи прошел смотр художественной самодеятельности «Надежда» среди граждан, проживающих в психоневрологических интернатах. В нем приняли участие конкурсанты из Ишимбайского, Салаватского, Стерлитамакского, Кумертауского, Учелинского и Тимясовского интернатов. Команды продемонстрировали свои таланты в 3 номинациях – художественное чтение, танцы, вокал. Получатели услуг социальных учреждений читали стихи, исполняли танцы народов мира и ретро-шлягеры. Практически мероприятия проходят у нас каждый месяц. Разные. Это делается для того, чтобы, в большей степени для реабилитации наших получателей услуг. Они с удовольствием ждут эти мероприятия, они уже знают друг друга, у них уже друзья в других интернатах. И когда проходят эти мероприятия, у них
повышается настроение, соответственно, нашим докторам будет меньше работы. По словам жюри, конкурсанты чувствовали себя на сцене свободно, выступили достойно и показали себя настоящими талантами. Некоторые из них когда-то занимались искусством профессиональным. По сей день многие продолжают заниматься творчеством в стенах интернатов. У нас в ПНИ в Ишимбайском разнообразные кружки, рукоделие, пазлы собираем, там очень много мероприятий. Вот. Пою я сам, можно сказать, с детства, очень люблю петь. Видимо, рожден для этого, для пения песен. И очень рад, что я участвую во всех мероприятиях, и на новогодних представлениях, и на концертах. Вот, я этому очень рад. Помимо смотров культурного направления, они участвуют в соревнованиях по футболу и лыжным гонкам. Все эти мероприятия направлены на поднятие жизненного тонуса получателей социальных услуг и укрепление их здоровья. 1 апреля младшее звено школьников перешло на обучение по пятидневной системе. Субботы же решено сделать тематическими и посвятить их совместному досугу детей и родителей на базе образовательных учреждений. В школах Ишимбая прошла спортивная суббота, участниками которой стали учащиеся младших классов вместе с мамами и папами. В нашем муниципальном районе такие мероприятия будут проводиться раз в месяц, и спортивная суббота стала первой в этом списке. Танцевальные флешмобы, эстафеты, веселые старты, выставки секций. Спортивная суббота в Ишимбае прошла, что называется, на ура. Не помешала и пасмурная погода. Ребята бегали, прыгали, расстраивались и побеждали. Все, как и полагается на соревнованиях. День спорта школы Ишимбайского района провели с большим размахом. Программа праздника разнообразна. Ребята и родители пробовали свои силы в разных спортивных направлениях – баскетбол, футбол, велоспорт и многое другое. По словам самих участников, это лучший способ провести семейный выходной. То, что дети перешли на пятидневку, даже дети очень сами рады. Мы проводим больше времени с семьей. Да, Кадам? Да. То есть нам все нравится. Спортом занимаемся. Сейчас вот заняли, какое мы место заняли? 2-е место, да, в эстафете гоночной. Мы за здоровый образ жизни. Мы хотим молодеть вместе с нашими детьми. Очень здорово, что проводятся такие мероприятия. Очень весело и активно. Мы участвуем с детьми с удовольствием и знакомимся с родителями. Мероприятия в рамках масштабной акции «Спортивная суббота» прошли впервые. В Ишимбае в акции приняли участие более 4000 человек. Это ребята и родители школьников, перешедших на пятидневное обучение. Мероприятие проводим с целью активного отдыха, здорового образа жизни, популяризации, проведения оздоровительных мероприятий и развития физических качеств и объединения семьи. Лица счастливые, довольные, родители и дети приняли самое активное участие. Спортивная суббота – часть республиканского образовательного проекта «Взлетай», который включает в себя целый комплекс программ. Занять одну субботу в месяц и организовывать мероприятия для детей и родителей – поручение руководителя республики. Сплотить, занять, дать опыт и создать условия для дальнейшего роста нашим детям – главная цель одного из направлений проекта. Дина Мурзина, Артем Наговицын для программы «Новости». На сегодня это все. Всего доброго. До свидания.